Летнее настроение. Поехали жарить скумбрию. Вон у нас скумбрия. Один из лучших моментов этого лета. Это с родными прийти и готовить рыбку, да и что угодно. Вот на камнях, на берегу реки. Это под Сыктывкаром. Я наконец-то приехал в Сыктывкар, чтобы провести вот именно вот так время. С родными, близкими. Скумбрия. Две рыбки, они еще холодные, замороженные. Они с головой и с внутренностями. Короче, ее надо чистить. Вот. Где ее чистить, я не взял с собой никакую досочку. Поэтому буду сейчас искать какой-нибудь пенек, скорее всего. Здесь были кирпичи, то есть они вообще были вот там. Я их сюда принес, потому что там ветер. Вот, перенес их сюда, ну и создал такое типа как мангал. И в чем фишка, что нет задней стенки, поэтому залу выгребать будет совершенно несложно. Так, дальше палатка, которую колбасит от ветра. Вот там вот где песочек хотели там поставить, там вообще ветер лютый. Вот, поэтому сюда перенесли немножко, сейчас ветер усилился. И, значит, буду сейчас заниматься вот разделкой рыбы, отрежу голову. В общем, поменьше ее сделаю, потому что сама барбекюшница, она небольшая. Сюда вот рыба с головой не влезет. Две штучки. Вот, какие были дрова? Дрова были сосна. Вот здесь вот они лежали. Там они были. Вот, поэтому что было, то и использую. Потому что здесь никакой березы там или что-то другого здесь нет. Угли мы тоже не взяли, потому что едем мы в лес. В лес брать с собой угли. Ну, как-то не по-выживальчески, как-то совсем это. С собой у меня еще приправа, которую я тоже брал с Сочи. Все ее использую. Вот, ну и соль, обычная соль. С собой еще бутылка с водой и мыло. После того, как разделаю рыбу, надо будет помыть руки. Перчатки, соответственно, тоже обязательно. Так, ну и чем я буду разделывать рыбу? Это нож из напильника. Его подарили племешу. Вот такой ножичек, аккуратненький. Сейчас буду использовать его по применению. В общем, проверю в деле. Так, ну и, конечно, да, с собой бы брать столик. Есть там вот столик. У нас вот здесь облагородили в этом году. Сделали культурненько. Это место Кочаяк называется. Вот, пойду посмотрю. Это очень такое популярное место здесь. Вот тут видно реку, красиво. И есть место, где можно пикничок замутить. Вот даже видно, что здесь вот этих костров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Короче, вот я нашел такой вот пенек. Не знаю, насколько он чистый. Да, сюда, наверное, все-таки встают ногами. Что только не делают на этом пне. Поэтому надо что-то другое поискать, где рыбу разделать. Да, проблемка, блин. Классно, что сегодня ветер. А это значит, что комары нас не съедят. Потому что комары даже с условием вот такого ветра, они и то лезут. Вот, ищу место. Возможно, я буду прям вот на этих иголках, на ковре на этом из иголок разделывать. Но сейчас вообще в идеале бы белый мох найти, этот ягель, и на нем разделать. Но здесь истоптано, изъезжено, поэтому он здесь не растет, потому что дальше там ягель есть. Пойдем пройдемся дальше, посмотрим, что там. Вот, смотрите, какое он уже подсолнух твердый. Так, ну что, вот рыбка, значит, в пакете. Я надеюсь, что прокатит эта схема. А схема это именно в том, что я почищу сейчас рыбу. Она мороженая, вся сырая, и к ней не налипнет много иголок всяких. Так, вот отрезаю я сначала голову. Так, и скорее всего тогда вот эту всю голову и внутренности пойдут обратно в этот пакет. И теперь... Так, я думаю, что я эту рыбу разрежу еще вдоль. Да, я так и сделаю. Разрежу вдоль ее, сложу на спинку, то есть эта часть стопудово будет чистая. Ну вот и получилась вот такая вот рыбка. То есть она все без головы, на барбекюшницу она прям идеально подойдет. Вторая рыбка теперь это здесь полежит. Потом я ее просто сполосну водой, и все будет отлично. Блин. Так, убираем все. В общем, надо идти к этому. Все 4 кусочка рыбки. Теперь нож идет сюда. И сюда я буду складывать эту готовую рыбу, разделанную в этот пакет. Так, у нас есть лопата, и скорее всего вот эти потрошки я тогда просто
закопаю здесь. Не вести же их с собой. Вот они, потрошки остались. Ну, для этого дела надо бы, конечно, посуды побольше, чем я с собой взял. Я ее вообще не взял. Сейчас все сделаем. Я думаю, что все получится. Вот, что нужно сделать? Промыть спинки у рыбки. Ну, очистить от иголок. Хотя иголки и так бы сгорели. Ну, ладно, я почищу. Ну да, здесь на рыбе на спинке мох просто и все. Вот я его сейчас помою ее от этого мха. Вот этих иголочек немножко промою. И приправлю. Вот здесь много. Отправляем рыбу. Жар тут хороший. Вот эта рыбка. Небольшой получился барбекюшница небольшая, поэтому влезла только одна рыбка. Есть еще одна. Тут вот устройство для того, чтобы можно было барбекюшницу положить на сухое чистое место без песка. Это вот эта вот деревяшка и просто корень дерева. Вот этого дерева. Вот. И, соответственно, эта барбекюшница лежала уже не на песке, а на деревяшке. Поэтому все получилось без песка. Все будет чисто, вкусно, четенько. Смотрите, как она подпекается уже. Я даже уже потихоньку начинаю видеть изменения. А вы? Немножко пригорает. Уберем. В общем, взял угли, которые вот так же вот здесь вот лежали. Вот. И, ну, поэтому огонек стал побольше. Короче. Вот, сейчас нужно аккуратно, потому что где-то она сырая, например, вот здесь около головы срез. Вот, а здесь она уже в серединке хорошо так поджарилась и уже начинает высыхать от огня. Поэтому как-то нужно так аккуратненько прожарить. Наверное, сейчас уберу пока огонь. Залить можно будет огонь водой. Наверное, я так и сделаю. Так, ситуация не очень. Почему-то пошла копоть какая-то. Вот я вот эту дровишку убрал. Черный дым был у нее. Очень много смолы. Прям чувствуется, как горит смола. Не те дрова немножко. Ну, что там? Дровишка? Это класс. Все, дров добавил. Сейчас рыбку уберу, прогорит, будут больше углей. И продолжу дальше жарить. Скоро будем кушать, можно готовить там пакеты, там что там, тарелки там мы забыли. Вот, у первой половинки, где с костью, а спинка не прожарилась еще, вторая половинка полностью готова. Угли есть, поэтому дожарится сейчас. Готова рыба. Несу. Давай на пакет. Опа, класс. Горячая, очень горячая. О, нормально. Пошла. Короче, прилипает рыба. Может, ее надо смазывать маслом, эту штуку. Там еще вторая. Так, я, наверное, попробую кусочек. На соль и на все это. Угу. Отлично. На вторую порцию надо будет заморочиться снова с этим дровишками. Короче, вот это сейчас распилю на 3-4 части. Потому что здесь все сгорело. Вот как я делал-то. Одна пойдет сюда, другая сюда. Вот вроде как так. В бутылке и мою. Тут снаружи, тут тоже иголки вон. Распилил я дровиху эту, ее хватит на вторую рыбку. Все, ждем, когда разгорится, и дальше жарю. Ладно, попробуем. Да, больше разлетается, чем... Подождем, когда впитается, пропитается приправа, чтобы она просто только не высыпалась. Что скажешь? Вкусно? Нормально. Теперь кофе с конфеткой.
Удался прям день. Вот я уже говорил, наверное, что если бы не этот ветер, комары бы сожрали. Сейчас ветер прохладный, не жарит, не печешься на этом солнце. Вот вид, посмотрите, какой вид красивый. Мне вот нравятся такие виды, когда какая-то птичка вон и рыбка. Все вкусно, тепло, сухо. Все, вторая рыбка готова. И, кстати, можно ее даже не убирать ни на какие тарелочки, а кушать прямо вот с этой барбекюшницы. Вот, только нужно найти какое-то место, куда можно было бы расположить вот ее. Может быть, даже на вот этот пакет, только чуть подостынет. Пусть остывает. Поделился с вами красивой природой, хорошей погодой, настроением, вкусным обедом. В общем, подходящего ничего я не нашел, чтобы барбекюшницу как-то вот положить и с нее кушать прям вилкой. Вот, на землю сюда не положишь, поэтому я сейчас вот ломаю вот этих вот хвойных веточек и сделаю из них подложку. Какой смоляной вкусный запах. И чтобы сильно не портить, основной вид, да, я тогда наломаю с обратной стороны веточек этих. А то я сейчас все обломаю, потом будет не совсем красиво это место. Вот, и вот отсюда я возьму этих пышных сосновых веток. Ну что, столик готов, идем примеряться, насколько будет этот способ удачный. Вот, смотрите, эти веточки, значит, до земли не достает. Открываем и кушаем. Все отлично получилось. Вот теперь рыбу можно кушать, и она чистая, на елочках лежит, и никакой песок уже не попадет. Я вот вообще не сторонник брать под каждое действие какой-то определенный предмет, потому что так захламляется все. Потом у тебя получается две каких-нибудь полные сумки всякого хлама. Я люблю наоборот налегке, то есть взял по минимуму и дальше уже приспособился под те условия, которые тебя ожидают в пункте Б. Проще в плане сбора, когда ты едешь сюда и когда ты отсюда уезжаешь. Не надо собирать кучу каких-то вещей, все по минимуму. Вот, например, как это обычно делается, нужно было бы брать с собой мангал, потом его отсюда увозить. Здесь были кирпичи, но не взяли с собой угли, потому что это тоже заехать в магазин, взять с собой угли. Это дополнительные какие-то действия ненужные, потому что ты едешь в лес, в лесу обязательно будут какие-то дрова. Минус две вещи, угли и мангал. Столик, можно было бы взять столик, стулья, это была бы гора просто вещей. Дальше, что еще можно было бы взять такого? Можно было бы взять какую-то досочку, чтобы разделывать рыбу, тарелок кучу можно было бы взять каждому. Это было бы немножко, удобнее, но эти неудобства были бы, когда ты собирался. То есть ты удобством в одном месте перекрываешь удобство в другом месте, когда ты собираешься. Вот, поэтому, такая вот у меня позиция: взять по минимуму, но вещи, чтобы необходимые, обязательно были с собой. То есть, чтобы не палочкой там разводить, костер, чтобы обязательно были спички, там, зажигалка. Решил я не закапывать этот пакет с рыбой, а просто его сжечь вместе с рыбой. Так, все понятно, да? Так, сюда я добавляю вот этих вот палочек, чтобы рыба хорошо прогорела. Мусор этот, чтобы сжечь.